Напомню, что выставка «Великие сыновья хакасских халов» создана не только на основе материалов из фондов нашего музея, но и на основе материалов, любезно предоставленных нам Минусинским краеведческим музеем имени Мартьянова, музеем истории города Черногорска, Национальным архивом Республики Хакасия, Национальной библиотекой имени Домажакова. Ну, а в заключение я предоставляю слово директору нашего музея, кандидату исторических наук Готлибу Андрею Иосифовичу. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, уважаемые гости, спасибо, что вы посетили эту замечательную выставку. Прежде чем я слова благодарности хотел сказать нашим партнерам и нашим друзьям, которые помогали нам делать эту выставку, хотелось бы сказать, собственно, об идее этой выставки. Не случайно мы назвали «Великие сыновья далеких аалов», потому что здесь квинтэссенция заключается в том, что вот эти выдающиеся хакасские мужи, которыми мы по праву сейчас гордимся, они могли быть взрощены и воспитаны только хакасской землей. И в основе основ лежит их горячая любовь к родине. Вот Виктор Яковлевич замечательно совершенно привел выдержку Григория Алексеевича Аркнина, которого я тоже знал и имел честь с ним общаться, который говорит о том, как он страдал от того, что он был оторван от хакасской земли. И я сам лично с ним разговаривал тогда, в 1986 году, когда он говорит, я хочу вернуться сюда, в Хакасию. Потому что именно Хакасия, именно эта земля подпитывала творчество Григория Алексеевича. И не случайно мы ведь выстроили такую ретроспективу. Вот посмотрите, ведь когда вот смотришь эту выставку, а чем замечательна эта выставка? Здесь очень много подлинных, бесценных материалов, которые были предоставлены любезно нашими партнерами, и благодаря этому заиграло совершенно особыми гранями вот эти выдающиеся качества личности, которые являются не только выдающимся достижением хакасской земли, но и российской культуры. Почему? Обратите внимание, ведь не было бы имен ни Майнагашева, ни Аткнина, ни Домажакова, ни Санчугашева, если бы не российская, не русская культура, не русское образование. Это сквозная линия, вот четко это прослеживается. И еще я бы хотел бы очень важную роль сказать. Вот Валентина Николаевна правильно сказала в своих словах, когда мы говорим о таких выдающихся представителях хакасского народа, надо еще вспомнить других выдающихся представителей хакасского и других народов, которые вместе общались и влияли друг на друга. Вот здесь вот скрытно присутствует образ еще одного замечательного совершенно человека, одного из первых директоров Хакасского нашего национального краеведческого музея, алтайца по происхождению, Петр Иванович Каралькин, которого я имел честь знать. Петр Иванович Каралькин был близким другом Аткнина, и у нас только в нашем музее хранится 40 писем, написанных друг другу, Аткнина и Каралькина друг другу. И выдающийся совершенно, конечно, персона Леонид Романович Кызвасов, которая стоит вот так тесно. Ведь не случайно письмо, которое вот, акцентировало внимание Валентина Николаевна, это письмо 1954 года, написано Домажаков, это фактически наказ, а с другой стороны мы еще видим одну фигуру, которая здесь всех скрепляет. Это Сергей Владимирович Киселев, который в это время совместные раскопки с Хакасским научно-исследовательским институтом вел на нашей территории. И вот это очень важно, что это было интернациональное сообщество, но во главе угла, конечно, было поставлено Хакасия. И я очень признателен всем нашим партнерам, нашим друзьям, которые откликнулись на наше предложение создать эту замечательную выставку и предоставили из своих собраний уникальные музейные и архивные документы. Без этого эта выставка не состоялась. Я хочу искренние слова признательности и благодарности сказать Минусинскому региональному краеведческому музею имени Николая Михайловича Мартьянова. Потому что обратите внимание, что центром экспозиции стало вот это выдающееся искусство вышивки, уникальной абсолютно вышивки, которая вот представлена большей частью из собраний Минусинского краеведческого музея. И я с гордостью говорю о том, что центром экспозиции является портрет Николая Михайловича Мартьянова. Это еще раз показывает единство интернациональных культур самих по себе. Тимофей Александрович, я прошу вас, пожалуйста, подойдите сюда, я хочу вручить благодарственное письмо. Я не буду зачитывать, я хочу действительно искренние слова благодарности сказать. Тимофей Александрович Ключников, замдиректор
по научной работе Минусинского краеведческого музея. Благодаря именно Минусинскому музею мы сумели с вами вспомнить такое замечательное и, на мой взгляд, незаслуженное имя, как Григорий Александрович Откнин. Еще что хотелось бы сказать. Впервые эти все работы собираются вместе на одном пространстве. Мне хотелось бы, чтобы это было и дальше. Спасибо вам большое. Спасибо. Мои особые слова признательности и благодарности еще одному очень важному учреждению, может быть, не настолько заметному, мы иногда только, когда нам нужны какие-то справки архивные, обращаемся к ним, но это именно то учреждение, без которого не происходит собрание уникальных документального нашего фонда. Без этого наша история будет просто обесценена. И Национальный архив Республики Хакасия в лице Валентины Михайловны предоставил просто бесценные документы, по-моему, тоже впервые они выставляются вот так все вместе, по истории жизни Николая Григорьевича Домажакова. Огромное вам спасибо. Я хотел бы также вручить вам благодарственное письмо. И еще, вот, наверное, жемчужиной вот экспозиции Николая Григорьевича Домажакова являются два предмета, которые говорят о многом, о разностороннем интересе этого удивительного ученого, удивительного писателя. Это, конечно, диссертация 1949 года, первая тюркологическая диссертация в СССР, подлинник здесь представлен в экспозиции. И, на мой взгляд, абсолютно уникальная работа. Это перевод на хакасский язык классика мировой литературы Шекспира, 1962 год, подлинный экземпляр. На русский-то язык очень трудно переводить Шекспира. Вот как это на хакасский, трудно только представить. А он это взялся и сделал. И еще хочу сказать, что вот есть тут скромный один предмет, который показывает роль и значение Николая Григорьевича Домажакова как писателя, как российского писателя. Это вот это роман «Газета». Потому что именно роман «Газета» сделал его всемирно известным в Советском Союзе. Тираж вот этого выпуска 2 200 000 экземпляров. Только вдумайтесь в это. Вот благодаря этой работе Николай Григорьевич стал классиком советской литературы. Хотя он был сам, по сути, классиком, но нужно еще общественно признать. И я, конечно, искренние слова благодарности говорю Валентине Николаевне, директору Хакасского научно-исследовательского института, который сохраняет свято память о тех, кто стоял в истоках создания этого замечательного института. Спасибо вам большое. Спасибо за внимание. Выставка открыта. Хочу сказать, что выставка будет работать до 5 марта, поэтому приглашаю всех посещать эту выставку.